что у нее какие хочет. Ничего страшного, ничего страшного. Все зависит от того, какие таблетки она глотает. Там видение какие хочешь будет. Сонечка назвала, там где-то она прочитала, какая-то фамилия у нее, она знает, кто там, как похоронен, как его застрелили, знает, все знает, но указать пока не может Бог. Да, если ты приходишь и заявляешь что-то, артист погорелый, Üçmür да. hayeti, od shinti od placi, uzmamo sen da skušur arkosmi godom bio fakaj mastila. Лауреатinen буду. No svedam hajlo dica problem jacu šnir. Договори Не, пассажир. и снабить вижу. Теору, Договори там, да, договорить. Это как бы для интереса можно разводить. да не, договори. Каир И ватина, не там, договори. а? Бобин, Я верит. туда заднеприводный. Не, она, да, интересно, он был куза. Бусобна, букуча, да, они не понимают, Саша, бусобна, халавитери, шклич, бацига, декуду, они всю кухню не понимают, яху, шбацишься. Царица, джихадица, ламазица, дуаица, узмамадица, аляхица, думается. سلف Прошлый раз, السلام عليكم سلف прошлый раз что? Да, سلف السلام عليكم حاجة جرمانيا ها تعمدها من الحجاب تيلنا ازداد دنيا أزولي هو تنا ياسمينة بصايوة شا بصايوة عماري الله ونادين قاعدين كروتي يو وتوجي شو بيتيو ليرس ونادين شا بصايوة يرجع عماري الله بس أزوج شو مدات просто дичь, он да, инзер опыт, что нюша это странным образом Украина еца и нардой, вот, а просто духом сам не тенду, но от Германии с еттер хацулелен отсуманца соглашаться, иду было до того доктор, вот, на айдол дуцер, кавычки айдол, фактически, вот, ничтожество, да, негодяи, те, дан, те правящие правительство, видите, легкиш. Но вы что, ша Мария, ну хотя бы засур толса диес. Свидетель уя, что шади нербаника. А диктот амот, ще шада мацуда, че татрон тюрбата. Трон тюр, свидетель шалмабези, никогда шум, что его хотя бы засур толмабези, танц дахтан дуэ. Просто и он именно тут инда что там чиндусо, ну вот она. То конкретно то доказать, что то это пробег тича хор душу надо, но шекера документ шумахал есть, но там же ходу хаянс он просто вот на если было то хала, да, если то целое цаба, но то дишь что оно док его шваце تعود دي شوز بيحكوا بيلاش كرون قيت عش سقوس هو تصنع يوش تور هو تصنع تعود دي شوز دي قوز دي boş ور بيتر دوك يوش دوي تاتوسا نونا особо يتيتن هو ديلدا حنان ما يتحسو دوي اختو تامبو سكر حنان دوي شكيرا دوك دي كانت حنين دا حجر واعترف في دوي ما يتحسو حنان هو تصنع هو تصنع اما لسون تو تانش هي يدعينا يور отцу сказали но при этом вот уже самолет союз она ехать на шабату при этом еца и нахер يو يد شبه ну сон сатамшин хет и он дуй а так те СБУ се гурса льёшон уж дуй ФСБ дуй Германия ста что хала хуш ду тоже ше ФСБ бабаш льёш будешь дуй что Австрия что они все просто сатамшин хет сон сатсом штат هو أساس ده سمع شو سراد تعباني كي يعني والليرس هو ريز فليشة يرز Привет, Бюстик, Ёша, Масера. А вот слышишь, я, как всегда, у меня позднее зажигание, я подключилась уже гения через. Что тут удивительного, что немецкие спецслужбы работают в ФСБ? Ничего в этом удивительного. Они все сотрудничают между собой.
Это раз. Второе. И есть нахин судью, что суртацер от самолет чахалок. Это наранюк ацар и лилвар мадацер, и он наш я шун цар кузашей заключенный. Но там нужно действительно в терроризме человек должен подозреваться или цаца вот сачам большим лило, что нахватер, беешься, ну что. Но они не делают это так публично уж. Отцелаудом мабат уж. Вайтхацалилда даже кеманчухаин, кеманчуанага, нюкаятаяч. Даже в россияне себе такое не позволяют. Этапом Хёлиги, Севере, Давиги, как этого Навального, эти шито-крыто, вевию, того. Оходович вообще кадыхум жду. И то, что там ФСБ сидел, я вообще этому не удивляюсь. Они все вместе работают. Какая бы эта страна отстойная ни была, эта Германия будет работать с ее спецслужбами. Потому что с кем им еще работать, чтобы выявлять, так сказать, террористов? А если ФСБ возглавляет терроризм, как с ними можно Даже в работать? этом случае они будут с ними работать, потому что когда они, есть такое понятие, как совместные всякие у них бывают эти операции по выявлению, по нахождению, по экстрадиции вот этих вот террористов. А хотя Хэнсбиль царь Бог, им просто Да, да, физически не с кем там работать больше. да, они вынуждены, они вынуждены работать с ними, потому что там все Конечно. равно с русней, там, с руснявыми какими-то террористами, которые представляют угрозу, да, для Германии, там, для вообще всей Европы и все остальные европейские страны, они вынуждены сотрудничать, потому что другого варианта нету, а вот эти вот всякие будулаки, да, абдулаки, хайдулаки, они как раз-таки способствуют большему укреплению вот этих взаимоотношений. Вот из-за своей деятельности, вот это, вот то, что в Бельгии недавно сейчас террориста осудили, поймали. Вот такие вот их как бы пасы, да, скажем так, поддавки или подыгрывания, да, вот этому русскому гобнюковому режиму, оно, например, конечно, мы понимаем, что вот это террористические акты, которые в Европе пытаются устроить, да, через наших вот этих будулаков, мы 100% в Войнохче, мы уже наизусть, как свои 5 пальцев знаем, что это чисто русня стоит за этими будулаками, за этим всем. Но если ты четко эту цепочку всю не можешь расследовать, то тебе приходится бороться с вот этими последствиями. То есть не самой причиной, которая там за этим всем стоит, вот эти идеологии распространяет. А они же все-таки это хитро делают, через вот таких вербовщиков, через целые вот эти сети, которые действительно угрожают всему миру и Германии угрожают. Вот эти вот полезные идиоты всякие, которые как бы, ну, работают на руку вот этой русне. И вот это то, что сюда сейчас заскочил, это тоже такой же руснявый, подруснявый, который именно льет воду на мельницу вот этой русской гебни. И, соответственно, все они помогают, подсобляют, чтобы дальше Германия, Европа с этими террористами работала. Они тоже там понимают, что кто такой Красиков, что эти террористы совершают преступления на территории Европы. Но при всем при этом они выглядят намного симпатичнее, чем вот этот будулак, который ты не ожидаешь, он может пойти взорваться там где-то. Видишь ситуацию? Сексуальный маньяк, шмац, развратник, шпасуни, музмяму, да мадука бежит, ачхана. Вот последние 2-3 дня вообще их развелось. Это что такое вообще? Что это такое? Что тут происходит? Я смотрю, уж больше котел. Они Давайте. они что, все по Суне Музмамуда, что ли, тут приходят? Это что такое вообще? По слову Аллаха распространяет? Постоянно вот это вот то, что
делал Музмямат со своей дочкой, которая Айшат ему родила Фатима, или то, что он там насиловал Айшу, когда она маленькая. Вы что тут это самое, распространяйте сунну Музмямата? Не надо это. Хватит уже, прекращай. Не надо. Гарам, не то, что эш так, это вообще фекалия, тоже грубо дала, который ларьте даже, и вы говорите, да, цахушел, да, еще хуз хада эн, хучуда, что бьюхум, да, из-за ларьте, вы говорите, да, целушел, хуерся из, зяк, да. Кстати, у нас в гостях Дон Ахчи, он тоже русский православный ахрусунщик, русская православная подрусская перхоть, живет, говорит, в Украине, является крепостным каким-то рабом, сбежавшим маньяком. Ну прекращайте, ну не серьезно, ну что вы, хотя бы на чеченском тогда не говорите, говорите на русском. Зачем на чеченском говорите? Ну зачем вы говорите на чеченском? Мерзавчик. Мерзавчик. Вы же мерзавчик. Вы же задний приводы. Давай. Ну не стыдно, ты еще жестко с ними работаешь, ошибитесь на развод. Это разведка плохо работает. Леха, ты что так слабо контролируешь ситуацию? Арчи, говорите. Я поздно пришел. Арчи, говорите. Арчи, говорите. Ведя, ты же передал это администрирование сегодня Лохьяву. Он мне хоть не обзывает меня. Нет, все нормально. Дон Ахчи это наш человек, просто его этот Абу Муслим, по-моему, а не Абу Зад или Абу Муслим его тут с панталыги сбивает. Он его много слушает, просто ему надо меньше его слушать. Абу Хамз с Кавказ-центра слушаю больше. Абу Хамз вообще его слушать нельзя, он просто ФСБшник. Да? ФСБшник. Абу Муслим такой, это вот такая же картина. Абу Зад такой есть такой. Меньше слушай их. Да я Приходи на слушать канал не надо, сюда да? вот. Приходи на канал и больше его слушай. Не так я захожу, мне же это, как это сказать, ностальгия по родине, поэтому Автобус, базар, я чую 101 автобус. Да. ездил я на 101 регулярно. Да. Ючи базар, ючи 101. Да. Халкмиш, лотмиш, ючи. Да, когда меня с центра это выслали, я ездил на 101 центр. Да. У меня друг был, это Нохчин, это на поселке Калина, вот мы тусовались. Нохчи. Да. У нас была компания два ингуша, Мага Нохчи и один этот Игорь Русак. Да. Короче, такая была история. Но сегодня хоть Лухьяк есть, он меня хоть защищать будет, он как-то более как-то адекватно. Кто-то перхоть сразу там. Вот. Я увидел Он тебя не знает. Я сейчас объясню ему позже, объясню. Для нас все нормально. Что тут оскорбительного? Под русское перхоть нормально, что это перхоть? Да нет, смотри, вот как бы у меня как бы мой статус жизненный, там, социальный, как бы мозги мои позволяют. Я это все воспринимаю с юмором. Вот. Это вот, я вообще... Знаешь, я почему зашел на твой канал? Меня вот от слова перхоть просто, я забалдел просто. Вот, додуматься до перхоть, то есть я смеюсь, вот как бы... Каждый день смеюсь. С волосами, вот, перхоть появляется. А тут подружка. Не под русской, ты определись тогда, как бы, я же в Украине, я же как хохол, мы же там, сунжинские казаки, мы же хохлы. Подружка, какой вы хохол? Не, давай назови меня хотя бы. Перхоть Карпенко. Вот у нас, кстати, в параллельном классе была Карпенко. Карпенко это у нас Карпенко, это по-чешски проститутка, значит. Ну, фамилия есть Карпенко украинская? А Золкин это по-русски уже будет. Золкин. Что такого страшного? Нет, я же в Украине, я как бы хохол, понял, поэтому... как это говорится? А можно? И что-то там... Да, говори, кто там хотел что сказать? Шалев, Перхоть, нормально будет, перхоть Карпенко, нормально, ништяк, заходит. Вот этому сунжинскому, то сунжинский казак, то украинец, то хохол, то русский, то татарин. Не, русский меня называют только Веди Я меня чеченец, я ингуш, я это самое, это сейчас модно-то.
Вот у меня вопрос, Дон Авчи. Да. Как вот ты к рязанскому к учениям с рязанским сахаром относишься? Ну как, так как все нормальные ФСБ это все сделало. Они ФСБ, Рязанский сахар, Волгодонск, взрыв, Это нормально, вот так 2013 вот, год, значит? 2013 год, взрыв вокзала в Волгограде, это все их рук дело. Убийство Качинского, 2010 год, Смоленск, это уничтожение Качинского по заказу там одних, по заказу друзей с Запада. Там они заказали, чтобы там грохнули, потому что там типа не Евросоюз, шито-крыто. Потом как бы начало ковидобесия в Европе, это ковид-афера. Зайдите в Google, итальянский Конте Вот пригласил, как раз вот почекай, это. Сабурдел, Вот это закончи мне сейчас. интересно. Сейчас там уже, я думаю, раньше 60/40 можно было, да, как бы 60% В можно смысле? было озвучивать какие-то вещи, а 40 потом накидывать. Сейчас там вообще, видимо, 70/30 уже. То Это ты есть про что? накидывать. Что накидывать? Ну, Не, у ну вас это там, вот, работа ФСБ там, работа ФСБ, они 70% правду говорят, агентов, которые засланы там, или там вот это сидят на телевизоре там, или как ее, на телеканалах, сидят 70% правды, 30% набрасывают вранья. в Как бы, и Украине, люди, которые, Леха, в Украине, которые сейчас там присосались, у них вообще там, наверное, 99/1, да, вот этот 1% это чтобы чеченцев там чморить полностью, потому что в Смотрите, Украине по-другому не получится, они вот там присосались, и сейчас они за Украину топят, там на себе тельняшки рвут по 3 штуки за раз, а вот именно на чеченцев говнецо кидают, я извиняюсь за откровение. смотрите, я нахожусь в Украине, как бы я не могу тут по определенным обстоятельствам. Почему мы должны вам верить, что вы находитесь в Украине? Где доказательства? Вот какие ваши доказательства, как говорит Путин? мне верьте. Какие доказательства? Давайте я перейду на українську мову, будемо розмовляти українською мовою. Тут много у Якщо, нас таких україномовних почекайте. слов. Много. Якщо у кого є там Почекайте, якісь Каю. там Завжди. дані Я по послухав українську локації. пісню. Завжди. Да, Сабурдел. Соляп, я его знаю, все нормально. Это наш человек, просто введен из заблуждения. Наш парень? Был он, да, это свой человек. Он ведь был введен в Работает нам, заблуждение, хороший Миршбой, парень. вот этими Абу Муслим, вот этими, он ходил по их каналам, они по ушам ехали, вот это вот, вешали ему лапшу, что мы там это, мы то, там, идеологии ему вбивали. Вот это. Я должен быть проникнут ко всем, поэтому не надо меня Да. тут это разоблачать. Наш брат во Христе. Да, ну, Мы любим тебя ради Аллаха. все познается как бы в действиях и результатах. Говорить можно все, что Познается угодно. в исламе. Дон Ахчи, все познается в русском православном Ахлусуну Аджама исламе. Да, Кто не да, мусульман да. или ради Аллаха. Алхамдулилля, раббил аламин. Не, это нормальная тема для срача, ну, как бы она меня не касается. Так, если- Олег, ты даже уже Леху не веришь, что ли? вот, это, Или как ты, Всем верю. там 50/50? смотрите, Всем верю. сейчас вопрос Я стоит, верующий. сейчас, подожди. Сейчас вопрос стоит, сейчас Дон Авчи, заморозь. вы уже против шариата, что ли? Я не пойму. Вначале вы полностью- Можно я немножко упрощу как бы задачи, которые стоят перед вами или нами, как мы же там земляки все. перед зада- земляками, да? Ну, смотрите, задача стоит. Все хотят как бы один вариант как бы светлого будущего провалился, потому что знаем почему. Ты ошибки, тот того предал, тот. Не будем сейчас вот это. Сейчас же стоит вопрос, как бы, ну, если так вот упростить, физического как бы выживания и как бы развития, вот, допустим, вас как титульной нации на территории вам, там, Богом там, или Аллахом, или кем там данной, вот, на том благодатном краю, понимаете? Там у нас уже, видимо, как народа, там, Служинских, там, кто мы, хохлы-махлы, ну, как бы все там. Если вы там создадите государство и там вернете нас, и вот как бы чуть-чуть мы там из нас сделаете, ну, туристы будут проезжать, сказать, вот тут живут хохлы-казаки, там, мы там что-то создадим какой-то офшор.
деньги будем зарабатывать, ну, на нас там совместно, там будем как индейцы ходить. Ну, нормально, ништяк. Тут вопрос стоит-то не в нас там уже нет и, возможно, не будет. Это так, это все так, шутки-мутки. Вот. Вопрос-то вас, это же вам Богом, ну, как кем-то данная земля, да, Богом там, или, ну, Всевышним там кем. Вот. А просто Ну, я тут нахожусь, я просто, знаете, мой плюс нахождения среди вас, не, подожди, мой плюс нахождения среди вас, ну, такой, что вы как бы, ногче, не все можете позволить сказать друг другу там такие моменты. Хотя тут уже наслышался, что могу-те я, или я как со стороны, как бы, я ж там, ну, как бы, потому что там некоторые там люди говорят правду, там, например, там. Чебов. Да, то есть, как бы, ну, что вы будете друг другу там... Нет, а чеченцам деньги. Ты вот видишь, как сразу, я захожу, до Навчи пришел, давай что-то там, сразу чуть-чуть веселее становится, народ подтягивается. Я вас люблю, серьезно. Да я знаю, тебе там Госдеп перестанет платить, пойдешь там петь, ну, с маты, там, на карапом. Вдвоем будем зарабатывать. Да. Трампушка подписал. Да, ты талантливый, поешь хорошо, у тебя так, ты умный, язык подвешен. По существу. Да. Да, отлично. Русский православный азан. Будем вместе петь, я тоже пою хорошо. Почему вы не создаете батальоны на территории Украины? Почему вы, вот ты сейчас говоришь, что ты в Украине, давай я на ты уж. Вот, да, на ты, да, мы же на ты там всегда. Почему батальоны не это самое, ну там же сейчас, например, Яшин мог бы, да, там возглавить какой-то батальон имени Марии Магдалины, да? Подожди, можете тормозну сразу? Собурдел. Подожди. Не путайте меня не путайте меня к москалям, к русакам. Я к ним отношения никакого не имею. Ладно, ну пускай к ним ты не имеешь отношения. У тебя же родина там, в Российской Федерации? Нет. На Кубани, нет. Там где там еще? Нет. Ну как нет? Уже предал ты, что ли, свою родину? Не, Киев, ауи, 20 тягаться, Киев, ауи. Собордел. Да при чем тут Киев? Киев это украинцы, а вот это уже казах, который там с Кавказа, там они вселились там где-то в Сунже, потому что это как бы им недалеко. Пришли там, с Кубани пришли. Ну вот, с Кубани пришли. Кубань кто будет освобождать? Кубань кто будет? Кубань кто будет освобождать? Я не пойму, почему у вас нету одного батальона имени Добрыни Никитича, например. Шейх Добрыня Никитич был такой. Нет, смотри, Собордел, подожди. Шайтана Музмамудовича тоже батальон создайте, Шайтана Музмамудовича. Музмамуда Шайтановича, пожалуйста, создайте ударный шариатский батальон на территории Украины. Я не пойму, там в Украине вот так сидеть, что ли, просто пока украинцы гибнут, там спасают от русского мира, вот остальную часть украинцев, да, там в тылу вот так сидеть продолжать надо, или же создавать батальон из хороших казаков, хороших русских, что-то вот такое вот. Слушай, ты вот не знаешь, кто я и что я там, ты лишний вот это как бы сфантазируешь тебе. Какая разница, кто или что? Вот ты нормальный парень, ты нормальный казак, наш кубанский. Кубань сейчас под оккупацией Путина, путинцев, кефиров. Там сейчас орудует, Кадыров всех захватил. Почему вы не создаете батальон имени Добрыни Никитича? Кто там еще казацкий, вот этот герой? Какой-то атаман там, я не знаю. Нет, ты слышал, откуда я? Причем что ты на меня вешаешь в другие регионы? Я узнался. Причем здесь до меня... Вы когда у вас что-то будете делать, бля? Я не понял. Вы... Свободно. Да. Понимаешь? Не, хорошо. Не буду блякать, но скажу, как я... Вам помогает США, вам помогает Евросоюз. Вы, Украине, когда там что-то будет делать, когда вы выкинете врага с своей территории? Вы чеченцам предъявляете, а вот
с вашей территории, когда вы что-либо собираетесь делать, а? У вас все-таки как-никак 40 миллионов-то. Или там у В чеченок смысле, кто налог. кому предъявляет конкретно? Это не Я то. предъявляю вам, украинцам. Крикс, это не украинец, это наш кубанский брат-казак православный. Но он в Украине ведь находится, он ведь за Сейчас- Украину топит. Да пофиг, он там в тылу сидит. Я про это как раз и говорю. Не надо сидеть А вот в тылу. я поэтому нужно спрашиваю, продавать. когда он прекратит сидеть в тылу и возьмет в руки оружие и пойдет на передовой котел? Да, ты правильно говоришь, просто надо говорить не украинцу, не как украинцу, потому что украинцы там создали батальоны, армию, они нормально дрючат там русских. А вот эти вот там сидят, и ни одного батальона имени шейха Алеши Поповича, например, неплохой батальон был. Почему не создали все еще? Что это такое? Так и будем на украинцев как бы накидывать все и сидеть смотреть. Как они освобождают Русь, матушку, да, от Путина, там, от этих гольников. Ты мне предлагаешь вступить в ОБОН, что это? Зачем этот ОБОН? Да нафиг он упал тебе этот? Нахрен тебе ОБОН закраинский? Создайте там свой какой-нибудь там ОГОГОН какой-то. Зачем вам этот ОБОН? Арчи вперед ОГОГОН создам. какой-то. Нет, сначала Арчи, потом создам. Вот смотри, хорошая идея. Создать батальон имени Марии Магдалины. То есть, чтобы там бороться за... Сейчас придет этот антихрист. Понимаешь? Так лучше же как бы объединить вас всех под одно крыло. Всех православных, чтобы у вас... Смотри, можно я тебя перебью 2 секунды? Ты почитай там мой аватар. Там все написано, вся суть моя. Арчи утром, вечером стулья. Вечером Арчи, утром стулья. Дон Арчи, если ты не в курсе, я прототипный, альтернативный журналист, как у вас там этот Карпенко, Залупкин и все такое, но я еще жестче буду с вас брать интервью. Просто мне здесь не дают, но на территории нашего благословенного развратного Салафа, вот у него я буду жестко, да. И поверь, там будет там не то, что плюс 18, там будет плюс 150 там чем-то. Ну, я очень интересно будет посмотреть. Да. Интересно, да. Будем ждать. Вот в следующий раз я у вас возьму интервью, очень жесткое такое. Дон Арчи, я серьезно говорю, батальоны уже просто сами напрашиваются, батальоны освобождения кубанской, вот это вот там родины, да, там кубанской, донской, что там еще у нас? Да, нормально. Нормально. Ну, что мы тогда? Давай действовать уже, там же все. Давай действовать. Леди пускай там. Да. Леди пускай. Вене уже 10 войн, там всех перехоронил. Вене уже вообще беспонтовый. Вене, мы тут все уже полностью нас замочили, там усмирили. Вы вот тигры мазандаранские. Вы освободители земли русской. Ну, что вы там делаете? Леопарды. Леопарды Аллаха. Давай, можно замутить любой проект Арчи вперед и займемся. Да, Дон Арчи, я у тебя обязательно возьму интервью, но не на этом канале. Крикс Вайчан как раз дахаз диктем мюшуныз, да, сакер Арчи, батальончи, абонниш, мабонни. Можешь садать полностью, использовать я штуку, Арчи, бог. Ищ ситуацию, Да, обязательно так и будет, Ибрахим, так и будет. Аскуда интервью и царю, вот, кажется, чумелоши, говорит, жестко интервью и вот, да. Поверьте, я так пройдусь по ним. Слушай, я даже придумал название батальона. Батальон специального отступления Арчи. Что-то твой, ну у вас, конечно, батальон, правильно он будет называться «Сверкающие пятки». Да. Арчи взяли и текать будем туда, к вам, в Европу. Да, США, дайте Арчи, США, Европа, дайте Арчи. Так надо назвать. Правильно, да.
Все, видите, мы же все думаем одинаково, мы же земляки. Зачем разводить эту демагогию? Просто Да, это все очень правильно. интересная беседа, интересная тема. Там же у меня написано, продам родину дорого. Любую родину продам. Кубань, там, Дон, Чечню. Что хочешь, Украину продам. Что хочешь продам. Ну, это вообще круто. ФСБшников тоже продашь? Всех продам. И взрывы вот эти домов можешь тоже продать, да? Как бы за бабки. Это уже все, это уже что, это уже продавай, не продавай, уже дело сделано. Ну, круто, да? Можно и своих, там, маму тоже взорвать в доме за бабки, да? Не, ну это только, это, знаешь, это могут только уже таких, знаешь, перейти такие черту, сам знаешь что. Ну, только чисто чужую маму, маму соседа можно взорвать, а Ну, свою нужно увезти в Европу. не, там, свою там, спрятать. знаешь, свою взрывали тех, кто До нафиг. призывали. Да. До нафиг. С Чекалкиным связи нет у тебя никакой? С кем? Чекалкин. Не, я вот могу, если у кого есть ценная информация там для украинских Не, спецслужб, его могу. просто... Не это. Я говорю, чтобы здесь пригласить журналистов на канал там. Я не знаю вообще, кто такой. Первый раз Интервью. фамилию слышу. Не знаю Чекалкина такого. не знаешь, что ли? Не. Посмотри. Подожди, собственно, это не тот, который веселые яйца, вот это когда были, это Да. Янукович. Да. Не, вот Лох Як зараз меня проверил, проверил, что я украинский. Уровня, Да. такого уровня пригласи его тут. Нормально будет сюда. Не, вот канал. он, да, он тогда бы поднял туда рейтинг, да. Ну, я же говорю, там, его, там, еще там есть парочка, я тебе потом скажу. Можно было сюда пригласить? Не, ну я с ними не тусуюсь. Я просто зашел, я просто тут прихожу сюда к вам, потому что Ностальгия. подышать одним воздухом с земляками через вот, я знаю. потусить, Я знаю. понимаешь? Посмеяться, срач какой-то послушать там. Я чисто это для меня развлечение. Я вот отработал сегодня, каждый день работаю, у меня выходных нет. Поработал, смотрю, началась движуха там, зашел, слушаю там. ЧДП сейчас будет. На ЧДП ходишь, нет? На что? Канал ЧДП. Не знаю, скиньте в ссылку в приват, не знаю, что такое. Канал Это? Чеченская, это демократическая. Хороший партия. канал, тоже веселый, да. Тоже там не выгоняют меня. Меня только повыгоняли, позабанили евроичкерийцы, еще какие-то там вот эти вот закаевцы. Лобстера тебе там не предлагали случайно? Лобстер или лобстер? Я не Ну, понял. лобстеры там, ну, как минимум раки. Рябчиков жуй. День свой последний. Лобстер. И на Феррари покатать. Не предлагали? Не, это нет. У меня, я только Ахчи признаю. Это все вот эти покатушки, нет. Написано все. Ахчи вперед, потом будем разговаривать. Если какие-то предложения говорят, там, вот, давай сделаешь это, давай вот это, давай, я говорю, нет, давай Ахчи вперед, потом будем разговаривать. Кому-то что-то давай. Тебе тогда лучше переименоваться на Дон Бохче, потому что Ахчи потом в Бохче помещают. Бохче побольше. Профинансируй проект. Ахчи вперед, переименуюсь. Видишь, ты хочешь чего-то? Ахчи давай. Знаешь? Ты же хочешь, чтобы я переименовался. Проплати проект. Дон Ахчи, бросай шутить. Ты нормальных журналистов подбрось сюда так. Интервью взять, показать, что нормальные чеченцы есть, не вот эти вот будулаки, что там лазят. Да. Но против пропаганды тяжело. Не, нормально так поговорить. Чекалкин вообще молодец. Было с ним интервью устроить, было бы хорошо. Я вот, видите, я ж как бы захожу, я же никогда, как бы, у меня там есть, вы знаете, какие-то там претензии к кому. Я никогда там
не обобщал, что вот весь чеченский народ, я не хочу там комментировать по поводу. Я их могу понять, этих там, ну, мы понимаем, кто там. Они там представляют воюющую сторону, поэтому они со стороны как бы интересов, ну, вот. А я же частное лицо зашел, я же никогда не говорил, что обвинял там чеченский народ, там чеченскую нацию там и так дальше. Просто я как бы могу себе позволить там кое-какие вещи сказать, которые вы не можете позволить, потому что еще там обратить внимание на предыдущие какие-то провалы и там какие-то недостатки, которые там сами все прекрасно знаете, мешают. Не каждый чеченец может это признать. Ну, неприятно это. Да. То, что ты можешь продать любую родину, да, где Это ты я, находишься, я частное угодно. лицо, я частное лицо, я Ну, сам по вообще себе. тогда какой смысл? Это наоборот для тебя как бы должно быть, ну, такое приветствующее, да, то есть дело, которое приветствуется. Смотри, это моя защитная Я- реакция. Я сам по себе. Вот понимаешь, я тут как бы я сам по себе. Вот. Понимаете? Ну, как Я это сам по себе? был в Ахчи Чечне. откуда? Ахчи откуда? Ну, зарабатываю, я хороший специалист. Я приношу Ну, прибыль Украине. Видишь, к сожалению, не Чечне приношу ну, прибыль, это а же Украине. не сам же себе получается, а уже как-то за Я сам на чего-то себя работаю. общество. Я работаю как бы сам для себя, я ни на кого не работаю, так как я А кто хороший платит? специалист, Платит кто? мне частные лица платят. Ну, потому что Ну, я хороший кто-то же специалист в своей платит. области. А? Кто-то же Что? платит, тогда это не на Да. себя же получается, а на кого-то. Ну, на кого-то, да, на кого-то. Я кирпичи не таскаю. Так-то можно даже любого киллера, который там бабки зарабатывает, любой там, кто угодно, кто на зарплате или на бабле каком-то сидит, то он Не, чисто в свои интересы. я занимаюсь пристойной работой, у меня такой полезная для общества работа. И что же это за работа такая? Все потом узнать. Дурить общество, что ли? Потом только Фанфариги? скажешь. Что? Сперва ахчи, потом только скажешь, да, что за Да, работа? да. Не, все, что не связано с моей вот любимой работой, там всякие предложения какие-то, там давай то, сюда давай, там, туда давай, это только Но ахчи если ты вперед и для потом. народа пользу приносишь, то Да. ничего стрёмного же нету сказать, Нет, какую пользу приносишь. Ну, как ты ее нет. приносишь? Ну, Не потом все можешь узнаете. сказать? Может, Не у могу нас пока тоже сказать. какой-то опыт Типа появился. к батальону, что ли, вот это казаков, Не, русскую общественность я хороших русских вообще это подавать, не. создавать батальоны. Ну, это же хорошая деятельность, полезная, например, для Ахчи можно за это получить. Да, ахчи платят за это. Ну, потому что таких, как я, не так много в своей специальности. Я не пойму тогда, какой Ну, вообще интерес, ну, чисто вот чеченцам шариат, что ли, или как? смотри, ты опять, вас тут как бы шариат, мариат, значит, тут там, что почему-то не признали независимость, геноцид, там, шариатовцы виноваты, понимаете, вы друг на друга как бы... Вот у меня чисто практически, вот хотел бы, ну как, помечтаю, да, у меня все равно как бы, как там будет, ну, какой будет система власти, да, чтобы была безопасность всех без исключения, независимости от... И много Ты, Ахчих. ну, смотрите, если будет правовой порядок, да, кто будет хорошо созидать, трудиться, у того будет ахчи. Много, немного, вот. Понятно, да, чтобы и криминала не было. Непонятно, полное противоречие, потому что чтобы не продавались потусторонним силам и странам, не продавали свой народ за ахчи, свою землю. А то у нас
Ну, вот как бы, как бы не будем называть, это отдельная тема. Да. Сколько? Сначала одно кричали, призывали народ на сопротивление. Потом они же продали за Ахчи. Ну, понимаете? Просто как бы, почему шариатовцы, Кому например... продались? Сейчас я Кому мысль продались? закончу. Почему шариатовцы, например, сейчас на подъеме, там, и вы как бы вот такое беспокойство, потому что как бы вы, которые стоите на позициях там Конституции 92-й, потом изменение 96-й, как бы вот вы провалились уже, понимаете? Вам тяжело обратно как бы вот войти в эту же реку. А они уже с другой позиции, они как бы они с другого заходят. Они еще не проваливались. А? С Алеппо и Багуза заходят отсюда, да? Ну, как бы я как бы логику со стороны это вижу. Я вы тут читали? ни за кого, честно говоря. Ну, я поэтому просто понять хочу вот, мысли, что у Я, вас мысль какая? Я вот, честно говоря, не верю в ближайшее, ну, я, наверное, до этого не доживу, что будет какая-то независимая Чечения или Ичкерия, где будет, ну, которая станет на путь развития эволюционно-цивилизационного, скажем так. Не верю я. А Я ты бы смотрю, желал как... бы такого? но при этом Я вы бы желал верите, бы что- такого. Подожди, при этом Сабур, вы я бы верите, этого что- желал, потому что у меня Васиновская, там все мои там закопы, это моя родина. Я хотел бы туда приезжать, там побыть, хотя бы не жить, хотя бы мог приехать спокойно там, Ты уехать предпочитал спокойно. бы, да, чем это оккупация России, лучше бы... так, Я чем вообще это- за то, чтобы эта Российская Федерация развалилась. Но, к сожалению, Запад против этого. Им надо сохранить Российскую Федерацию как свой сырьевой придаток. Они в этом не заинтересованы. Вот сейчас заморозят войну в Украине, и, возможно, они там возьмутся за Кавказ, там, ну, чтобы пар выпускать, они будут пар выпускать там на Кавказе. Все как обычно будут сделать. Там теракты какие-то, еще что-то сделают. Вот это, я сейчас это прогнозирую. Заморозка И в Украине, поэтому нам заморозка в нужно Украине, полностью- как они будут потом, на ком они будут пар выпускать? Да. И поэтому нам, всем чеченцам, нужно как бы установить шариат, да? Объединиться под шариатом. Да, объединять их хоть под, не знаю, хоть под кем угодно. Ну, чтобы вы объединились. У вас же проблема в том, что вы как бы, вы же видите, что происходит. Ну как мы объединимся, если Не знаю. Дон Ахчи вбухивает огромные Ахчи вот в эту систему? И бороться против вот этого. И все международное сообщество борется с русским международным исламским терроризмом, не может его осилить совместно, да, всеми силами. И тот же просто открытый официально русский терроризм. Вот сейчас в Украине все надорвались, не могут осилить вот эту русню всем миром в Украине. А вот чеченцы, как бы они сейчас объединятся, да, и полностью победят вот этот русский международный исламский терроризм, и вообще официально русский терроризм. Вот так вот, что ли? Ну, смотрите, как бы вам надо объединиться хотя бы ради того, чтобы как бы вы остались как народ, как нация. Иначе вас могут просто это самое сильно сократить. Я в этом не заинтересован. Я этого не хочу, потому что у меня много друзей, как бы я там жил, у меня даже много вот, людей, ногчи по национальности, я за которых ну, переживаю. Хочу добра им. Таких много у меня там, я там жил. Понимаете? Даже ради них, которых я лично знаю. Дон Ахчи. Которые, Вот. и там некоторые остались, я не хочу их называть, имена, фамилии, там некоторые остались там. А я им говорил, что выезжайте, они надеялись все на лучшее. Я говорю, выезжайте, потому что там покоя не будет в ближайшие, там, хотя бы себя сохраните. Вот на ваш взгляд, объединились вот мы, как народ. Дальше вот, наши действия, на ваш вот взгляд. Сдохнуть под Россией, объединиться, потом Джихад, опять сдохнуть под Россией, да, ну джихад, не джихад, там, возьмем там, это как национальность, да, не, это самое, я вам сейчас объясню, что хочет он Ахчи, да,
восстание сделать, объединиться, чтобы опять сдохнуть, чтобы потом опять какой-то Карпенко начал говорить, вы когда у вас что-либо будет делать, да, будут возлагать там ответственность там на нас, да, понимаешь ли? Ну, сколько нас Да, там, да. ну, миллион, что ли? Миллион, что ли, вот так примерно нас там столько, да, а армия, если сравнить между численностью населения Украины и численностью населения Чечни, то у нас превышает эта армия, чем у них, понимаете ли? Не говоря о том, что там находится российская регулярная армия, там есть целые военные городки, понимаете ли? И у меня вопрос, почему вот эти украинцы зависимы от чеченцев, чтобы они что-то сделали? Почему они вообще ничего не могут делать, хотя им Америка помогает, им Европа помогает, и многие помогают. Им интернациональный батальон, да елки-палки, уже есть, понимаете? Приезжают европейцы помогать, понимаете? Но опять же у них недовольство по отношению к чеченцам, которые там населяют там Да меньше подожди, ты чечен, да, вопрос миллион неправильно человек. понял. Подожди. Казахам нету претензий, ни к таджикам, ни к узбекам, там, ни к русским. Не, русским вообще, ты что, это же наши братья-славяне, понимаешь? Славяне, вот, понимаешь, вот, поэтому нету претензий, да? И поэтому я вас спрашиваю, я вам задаю вопрос. Почему наши женщины вам недоступны, а ваши нам доступны? Легко. Вот по щелчку пальцев. Вот как ваш Карпенко вам задаю вопрос. С Карпенко эти вопросы выясняем. Меня вообще эти вопросы не Но интересуют. он же ваш брат, славянин, понимаете ли? Там же нельзя славянину брат, там, слава, шлава, склава. Знаешь, откуда берется слово славянин? Славянин. Историю учил, чувак? Вот я спрашиваю, почему у вас столько уродов? Почему у вас одни уроды? И почему наши женщины недоступны, что вам завидно, а ваши нам доступны? Прямо сами лезут, а? Александр, чечены будут делать восстание, чтобы потом Каркушины, Каркуша, Карпенко, там, Филя, вот это, Хрюша, все вот сидели там и потом с русскими устраивали договора, потом чеченцы, если на их территорию проникнут, их передавали Русне. Да, занимались вот такой вот деятельностью. А чечены должны восстание сделать, вот, и чтобы их потом как бы всем миром признали террористами и вместе с Русней боролись против этого международного исламского терроризма. Также удобнее было всем. Да, даже есть герои Украины, понимаете ли? Там нам одного Буданова хватает. Сколько у них героев из Украины, которые возглавляли целые армии, батальоны, понимаешь ли? Там. Вот поэтому вот эти Карпенко, если вы мне дозволите так сказать, это Залупкин, поэтому недовольны. Они спрашивают, когда вы у себя начнете, чтобы мы потом пришли и привели к вам очередного нашего Буданова. Понимаешь ли? Вот чем они недовольны. Поэтому я считаю, чеченцам не надо вот этим заниматься. Вы это не чеченцам должны задавать вопросы. На этот раз я буду задавать вопросы. Я как понял, на этом канале мне не дадут задавать вопросы. Я обязательно буду приглашать вас, гордых там украинцев, понимаешь, которые клянчат бабки у нашего Запада, и буду брать у вас интервью. Почему ваши женщины так доступны, а наши нет? А вы же правы. Пройдет буквально 2, они там начнут туда-сюда. Ничего, ну было, поругались там, ребята подрались, ребята успели. Еще Мика. Начнут всех ночи, которые на обе стороны. Мика, Сверикала, ты не поверишь, они сейчас уже это говорят. Я помню в ТикТоке одного ватника, который Они все равно побратаются. Они же побратаются. Они уже говорят, мы славяне, мы братья. Да. Они же не чурки, они же их братья. Ну да, начали они, понимаешь, ну да, бучу устроили, ну да, разбомбили там, ракетами побили там. Ну ничего, все равно братаны наши славяне.
Ну что вы там, ну что, ну нормально. Мы же терпилы. Это же брат нам пинка дал под зад. Да, нахуй не хочет отвечать на такие вопросы, как я вижу. Да, нахуй. Нет, придется. Если он хочет Молчи, стать звездой, я молчи. обязательно с ним поговорю на другом канале. Только здесь это не получается. В данный момент он молчит. Будешь отвечать? Да это вообще вопросы не по адресу. Давай тогда я просто один вопрос спрошу, потом дальше пускай тебе задают вопросы. Ты знаешь такую личность, Данила Гончаренко, по национальности чеченец, гражданин Украины, в столице живет очень давно. Слышал такого когда-нибудь? Знаком или нет? Да Не, или не нет? знаю такого. Не знаю. Sen лоукатер, очень просто цагаттың да лучше. Гончаренко есть депутат Верховной Рады. Да, Может, вы Алексей имеете его в Гончаренко. виду? Алексей Алексей Гончаренко. Гончаренко. Ну, это Был, да. Кстати, по паспорту украинскому, но у него свое чеченское имя есть. Серьезно? Да. Ага. Уже кстати, вот выдали паспорт ему, Ичкерии или что? Нет, гражданин Украины, я говорю. Кстати, Гончаренко за русню топил изначально вот этот депутат. Не, он Золкин. был он в партии Януковича, что он из него вышел при Порошенко Валли и поддерживал это направление, Порошенко поддерживал. Он не за русню как раз, против, он и в Европу мотается, как раз и европейцев Не, поднимает, сейчас объясняет им. я понимаю, просто вот чуть раньше, да, там конкретно интервью есть, когда за русню топил, и он, и Золкин, и вот эти все, мы там славяне, там туда-сюда, все такое, вот такая вот тема. Я просто вот удивляюсь, еще там нам какие-то претензии, как чеченскому народу в целом, да, я понимаю, какие-то бандиты, там, им какие-то претензии предъявляют. Тут сидят и всему чеченскому народу хотят, еще спрашивают, почему ваши женщины там за русских не выходят. То есть, понимаешь, да, вот Дон Ахчи, если он там сунжинский, я не знаю, или перский там какой, тоже Сунжинский. прекрасно, да, тоже прекрасно понимает, что вот такой вот базар даже, да, менталитету вот этому нашему, он чужд. Там, почему ваши выходят, не выходят. И тем более, если кто-то хочет пообщаться, вот сюда же можно прийти, сюда, вон там интервью вместе делали с Золкиными, со всякими этими Ёлкиными, пытались нащупать там что-то такое, да, информировать друг друга, чтобы вот этих вопросов не возникало. Но нет, там такой разговор, да, да знаю я все это, да мы знаем, да ничего нового не сказали здесь, туда-сюда. Ну, раз знаете, то что это такое? Сидеть там у какого-то этого, который всем миром взрастили, да, какой-то чувачок, который не понимает там, что даже сказать ему, всем миром ему внушили, что он под-русский. То есть вот даже до 22 года в этой же Украине, у кого это микрофон? Кто это микрофон храпит? Да молчи. Выключи микрофон, когда не разговариваешь. Говорить. Башка, даже до 22 года вот эти в той же Украине всех чеченцев вообще под санкции пустили там. Я понимаю, что там и криминальная составляющая, и радикальная, и все что угодно, но при всем при этом вот это вот криминальная, радикальная вот эту систему, ее, кто ее создает, кто стоит за ней. Потом то, что все вот это время, пока там нас где-то мочили в сортирах, грубо говоря, все вот эти, и Ключко туда ездит с Кадыркой, обнимается, целуется. Какой бы он сейчас хороший парень не был, да, там, до своей Украины, патриот и так далее, но
Нас тогда на портянки меняли, то есть могли свободно в Украине находящегося чеченца по запросу Русни поменять на портянки. Просто для милого вот такого даже, для прикола, скажем так, да? А теперь сидит какой-то чувачок, откуда-то вылупился. Вы почему замуж не выдаете? Вы там чеченцы. Сидит чеченская бабушка и говорит, почему вы не говорите там как есть? Да позвони он пленному украинцу, да, который с Донецка, с Крыма, с Луганска пришел. И там ему начинает бабушку его на связь выведи, и там говори, почему вы, бабушка, замерзли там, что ли, почему вы сидите? Давайте восстание там делайте. Своим он, бабушкам, надо же это говорить, чтобы если по чесноку какой-то там базар ведется в этих интервью, то надо своей бабушке тоже претензии предъявлять. Баба, украинская бабушка, почему ты своего сына сюда присылаешь? Почему вы восстание в Крыму не делаете, там, в Запорожье, в Луганске, в Донецке, в Мариуполе? Давайте уже восстание. Вы что, так и будете сидеть, что ли, там? Вот такой разговор почему-то нет. И при всем при этом, что вот этот полчаса назад там нас на портянке менял. Русским. И сейчас поменяет. Вот как Рикс говорит, тут взять на чеченцев все навешать, как вот эта война, вторая русско-украинская, начиналась, уже пробросы делают. Давайте сделаем так, что кадыровцы захватили атомную электростанцию, потребовали Ичкерию, а мы вот вместе с ними как бы боремся. На них все это перекинем, на международный исламский терроризм, который не русский, а будет чеченский. И вместе будем с ним бороться. Давайте вот на таких позициях, типа, переговоры проведем. На что Русня не согласилась. Это личные проблемы между Русней и Украиной. Это не проблема ни Европы, ни Израиля. Пускай славяне, братья между собой разбираются. Вы же знаете, если влезть между... Не, я не согласен. Нельзя вообще лезать. Я просто хочу свою позицию высказать, несмотря на всяких вот этих упырей, на всяких кренделей, которые сидят там. И вы почему женщин там не выдаете за русских там туда-сюда? Там пытаются, бабушка, ты почему восстание не делаешь? Вот такие упыри, которые сидят, эти упыри, я абсолютно на них внимания не обращаю. Украинский народ имеет право на самоопределение. Украинский народ – это нация, это государство. И кто бы там, какой-то дебил или там подлец, что бы ни говорил, то есть вот это, оно как бы незыблемо. При всем при том, что вот эти упыри там всякие, это чисто уже такое, как бы адресное дело. Но в целом украинский народ, это чисто моя мысль, чтобы сейчас тут не перемешивать все. У Крикса, у тебя может быть альтернативное мнение, пожалуйста, я тоже не могу. Да, у меня альтернативное есть, да. Да, конечно, он упырь, но у меня такое ощущение, что у них все такие упыры, потому что ни один не появился, чтобы сказать, что у него спросить, почему ты говоришь о всем таком народе. У меня такое ощущение, что у них все эти упыры, такие как Карпенко, как бы вот они упыры не были, всем народом, всем семьей, да, я так не отношусь к этим упырям. Вот примерно возьмем, я провожу практику и дополнительно как свободно помогаю пожилым людям, да, и там есть украинская бабка, которая я просто решил добровольно по ней ухаживать, как за своей матерью, она пожилая женщина, да. Ее дети приходят, с нее клянчат бабки. Дети не звонят там, позвонят, и то там месяц, там несколько раз, чтобы у нее бабки взять, понимаете ли? Не помогает, не навещает. Она все это время сидела, плакала. Я просто чисто по совести решил отозваться туда, чтобы ей было хоть чем-то заняться. Я ей понес, например, я приношу вот с собой, когда иду там на практику, и плюс как добровольную работу делаю,
я с собой несу свой, например, маленький компьютер, чтобы она на компьютере могла смотреть украинские фильмы, украинские музыки могла послушать, да, там. Я как-то стараюсь это делать, да, потому что я не упырь, как у них это всей семьей. А у них это всей семьей такие есть. Поэтому, да, они будут задаваться, почему вы не такие упыры, как мы? Почему ваши бабы недоступны, ведь наши доступны? Вы что, особые, что ли? Мы же ведь не особые. Наши поэтому доступны всем. Щедрая душа. Пожалуйста, кто хочет. И мы это видим тут тоже, понимаешь ли. Поэтому вот такие дела. А ваши вот... Уметь надо подступить. Уметь. Я знаю одного... Я знаю одного русака, я вам вот что скажу. Вот эти разборки... А у меня одноклассник на ингушке женился. У меня одноклассник женился на ингушке, убежали они оттуда. А я знаю одного русского, который... с Чеченкой убежал. Сестра Аушева за русака или за кого-то уехала, они от нее отказались. А куда даешь, микрофон? Давай, короче, вчера сохрите, короче, что бит партият обратно, шейбики его, что давайте. Давай, адик. Поясним, что не по адресу, вообще они не по адресу. Мне это не надо ничего, я это все знаю, это я там вырос. Зачем мне что-то доказывать? Вообще, не по адресу вообще. Не по адресу. Вы меня воспринимаете, вы понимаете, то, что я по национальности другой, вы начинаете на меня вешать там какие-то там это самое. Эти тут называют меня, что я чечен, а вы начинаете на меня вешать каких-то там Добрыня Никитич, каких-то Роза Рымбаев какой-то. Не надо позицию жертвы. Донорчи, в этом анонимном интернете мы абсолютно не знаем, кто вы. Вы можете оказаться обыкновенным майором из Лубянки, и у вас нету... Нет, смотри, вот там админ Лохьях, он меня раскусил, он меня уже проверил. Вот он меня раскусил. Вы не можете понять, он меня уже... Он понял, кто я такой. Я вам хочу сказать, что мы находимся в анонимном интернете, где у нас нет вообще инструментария проверить, кто вы такой. Поэтому перестаньте говорить, что вы этот или тот. Я не могу это установить, и вы не можете мне это доказать. Никак. Нет такого способа. У вас нету своей фотографии на этой, у вас нету адреса, вы не публичная персона, у вас нету здесь имени. То есть вы можете оказаться майором, а можете не майором оказаться, а может действительно вы говорите правду, а может не говорите. То есть здесь нужно поэтому обсуждать сам вопрос. Идеологию чеченцев, но никак не себя любимого, там, я такой-то, я оттуда-то, потому что это не играет значения, это просто слова, это может ложью оказаться, у нас нет способа проверить это. Понятно? Я могу, например, объяснить логику того же Карпенко и Золкина. Ихняя задача посеять вражду между народами, проживающими на Российской Федерации, потому что между врагами посеять там вражду. Натравить там тех на кадыровцев, тех, всех, посеять между ними вражду. Я вот, уже известный случай, когда те же там в Курской области, еще где-то русаки, которые, они сами типа в одной армии с кадыровцами, они их сдают позицию, чтобы Украина их накрыла. Вот задача простая, посеять вражду, и чтобы они там друг друга уничтожали. Это ихняя логика. Правильно же они делают, или нет? На них напала империя, они пытаются в этой империи вызвать бунт. Ну и что? Вот пытаются, вот у них такие попытки. Просто пытаться нужно те, кто добровольно... Ну вам не нравится, как они пытаются, это другой вопрос. Они чеченцев, которых насильно... Подождите. Бунт надо вызывать среди других, а не среди чеченцев, кто туда насильно был введен. То есть жертву не надо. Выключите микрофон, у вас там смех в отделе.
Не, это я Не- вышел тут я вышел в ресторан на встречу, сейчас Да отойду. не важно, опять перестаньте оправдываться, что вы не тот, за кого. Мы не знаем, кто вы. Вы можете дьяволом оказаться, ангелом. Это невозможно проверить. То есть тут есть публичные персоны, которые вот Да, свои, да. вот Ибраим это публичная персона. Не, это вы смотрите, точно знаете, вот вы много времени тратите на знаю. то, чтобы там возмущаться тому, что Золкин или там Карпенко, они Нет, в этих нет, не нюансах, возмущаться. там, они действуют прямо примитивно, насколько у них там позволяет это их там, Да, понимание они и действуют задача. из парадигмы российской руснявой пропаганды, которые тоже, конечно Они же, не будут в это вникать. Их задача простая – посеять вражду между народами Российской Федерации. Вот и все. Между врагами. Для них все враги. Ну, они делают логически правильно. Единственное, что они делают нелогично и неправильно, это берут чеченцев, то есть жертву издевательств, убийств, войны этой империи, и там что-то сеять, короче. Потому что там нечего сеять, там все уже выкашено под корень, там ничего не будет. Не будет никакой чеченской третьей по заказу Золкина. Но в голове Золкина такая идея возникла, и они ее обрабатывают. Она и у него возникла как непроизвольно. Эта идея, она именно из Русни подкидывается. То есть никакого там столкновения, каких-то восстаний или каких-то столкновений с Русней не абсолютно украинцы, не вот эти вот всякие провокаторы, они не добьются. Единственное, что из этого всего выйдет, это посеять украино-чеченскую ненависть. И вот эти люди, которые там, которых шлют в Украину воевать, да, которых там десятки тысяч, я имею в виду чеченцев, завтра, если вот такие методы Золкин будет проводить, Золкин, Шмолкин, у этих людей действительно будет мотивация идти туда воевать. Если сегодня ее ноль полностью, там ЛДПР придет, какой-то западный. Браво, Ибраим. Мысль я Ну, хотела это как есть, я об этом уже давно трублю. Это чисто русское, вот это руснявое, чтобы чеченцев противопоставить лбами украинцам. И украинцы в это дерьмо, я извиняюсь за откровенность, залезли. Вот эти то ли провокаторы, то ли русские, которые там укоренились уже, засели. И я 100% уверен, что гибня у Украины сейчас полностью как бы в глубокое подполье ушла, и 99% врать там готово, да, то есть поддакивать украинцам, там мы против москалей, там все такое, но при всем при этом, пользуясь случаем, полностью дрючить чеченцев, которые им завтра аукнутся, самые первые, потому что это единственный народ, который завтра будет из-под этой русни вылезать и полностью требовать все, что над этим народом было сделано там уже на протяжении не только нынешнего вот этого, а на протяжении уже десятилетий, веков. Просто вот это вот какое-то, я не знаю, скажем так, вот такое временное какое-то, если кто-то думает там, сейчас, вот сейчас лбами столкнем, здесь позиции сдадут, здесь это сдадут. Абсолютно ничего. Вот, например, люди, да, которые здесь уже, например, мы, да, вот такие, как мы, которые могли бы своим соотечественникам их отбивать от того, чтобы идти там, выполнять преступные приказы Русни и идти в Украину. Этим людям вообще сегодня нам говорить нечего, абсолютно. То есть вот это вот какое-то противодействие, чтобы не быть пехотой Путина и полностью там не мочили, чтобы чеченцев, оно превращается в то, что как бы чеченцы будут защищать свою достоинство, свой самобыт от украинцев, которые как бы пытаются их посягнуть на них вот так вот. Да? Вот такая вот мотивация, вот такой стимул некий. Поэтому я не знаю, вот этим заниматься. И то, что мы будем еще сидеть и поддакивать, да, то, что там на наш, вообще как народ в целом, кто-то кидает вот эти, из-за того, что сами хотят вылезти, якобы там чеченцев столкнув лбами, там перекинув на чеченцев, сделав их шариатчиками, установив им шариат, сделав их исламистами, там найти какие-то
вот эти вот с ручной общие там интересы там со всем миром, как бы с терроризмом бороться, это все хрень. Потому что этот весь международный исламский терроризм, он создан именно ручной. И никто, играя в это, да, как сейчас Закаев, там, наши потом лидеры политические играли в это, в болото полностью сядут, как это и происходило до этого. Смотри, Да, что вот. я хочу сказать. Меня вот немножко меня неправильно понимают. Меня интересует перспектива. Вот смоделируем ситуацию, как, ну, не 91 год, когда там Ельцин там, типа, берите сколько угодно там этой, как его там, независимости или самостоятельности. Вот мы не знаем, допустим, там, мы не знаем вообще, какие планы у людей, которые решают реально глобальные вопросы. Например, они решат развалить Российскую Федерацию. Понятно, что у них уже есть планы какие-то по Северному Кавказу. А, например, эти планы чьи-то рухнут. Например, вот будет ситуация такая безвластия. Вот все, развалилась Российская Федерация. Вот что хотите, то и делайте. Вы там готовы будете объединиться. Вот, все. Нет, нема Российской Федерации. Остались кадыровцы, которые там остались, не остались. Кстати, Закаев говорит, пропихивает такую мысль на Западе, что надо сохранить старые кадры, потому что они вот, они уже держслужбовцы, господи, я там на украинском опыте, держчиновники, они будут нашей основой, им все равно, тем все равно, кто им будет деньги платить. Иначе они пойдут там кабеля копать, как он рассказывал, где-то 90 какой-то год, что он вышел со своего какого-то там конторы в Грозном, а там какой-то его ногчий копает кабель, чтобы продать его. Потому меня интересует момент, развалилась Российская Федерация, ваши действия. Просто хочу показать, как реально ситуация вот протекает, как чеченцы относятся к вот этой вот русской террористической атаке на Украину, как вот это вот все примерно вот хотя бы поверхностно вот такое вот. Я сейчас сюда в эфир пущу, если админы не возражают, буквально коротко. Уважаемый Сергей Алимович Меликов, мы представители селения Ленин-Аул Казбековского района. Здесь стоящие ребята, участники специальной военной операции. Каждый из нас с начала проведения специальной военной операции принимает участие на передовых линиях, выполняя определенные задачи, специальные, тыловые, всех видов. У нас с данного села на сегодняшний день около 400 человек принимают участие на специальной военной операции. У нас порядка 15 человек покинули нас на специальной военной операции. Человек 20 у нас на данный момент без вести пропавшие. Сегодня мы вынуждены обратиться к вам с помощью. У нас проблема такая. Сейчас мы стоим на землях, которые были выделены для семей участников СВО. Сегодня мы здесь собрались, чтобы поставить границы по межеванию, и каждый, чтобы отметил свой участок. С утра начали, работа идет, но по каким-то непонятным причинам представители чеченского народа собрались и снимают эти колышки, которые были забиты на каждом участке. Возникает такой вопрос, когда участники СВО сегодня выполняют задачи, приезжают на 30 дней домой отдыхать, приходят на свои земли, чтобы отметить свои границы. Те люди, которые находятся здесь и никогда не принимали участие на СВО и не планируют, они приходят сюда и снимают эти метки. Почему так происходит? Почему этих людей военкомат не привлекает, не проверяет и не отправляет в зону проведения СВО? Потому что там находятся ребята. Я по себе знаю, на первой линии очень большая нехватка кадров. Очень большая. Там люди востребованы. Если эти люди позволяют себе творить такие дела, снимать просто колышки с земель, значит, им здесь делать нечего. Значит, этих людей можно привлечь. Этих людей нужно отправить на СВО. От них там будет какой-то толк. Уважаемый Сергей Алимович,
к вам большая просьба принять во внимание наши обращения, разобраться, почему эти люди такие дела делают. Вот, например, если взять, когда участки раздавали, не обделили никого. И чеченский народ получил свои участки, и аварский народ. Всех никого не обделили. Всем поровну раздали участки. Участники СВО, которые сейчас здесь стоят, вот они все здесь сегодня могут вам подтвердить. Мы сюда пришли, чтобы отметить свои границы. Вот за нашей спиной собрались люди чеченского народа. Они снимают эти ковышки, но никто ничего не делает, никто на это внимание не обращает. Почему эти люди занимаются такими делами? Также я хочу обратиться к военкому Казбековского района. У главы администрации есть список, есть именной список всех жителей села Ленинау. Хотим, чтобы подняли эти списки, проверили, почему эти люди не принимают участие в специальной военной операции. Почему ни один человек из них на данный момент там не находится? Почему они здесь собираются, наводят смуту, снимают колышки, которые забиты на участках? Что они этим хотят добиться? Мы хотим, чтобы вы вмешались лично и проконтролировали этот процесс. Потому что я сегодня здесь стою, разговариваю, я обращаюсь к вам. Завтра меня могут похоронить. И моя семья. Вот вопрос, почему вот это вот говнецо, извиняюсь за натурализм, как Муса говорит, вот это вот говнецо, вот такое вот говнецо, его не подстрекают, его не пытаются противопоставить русне, которая идет туда добровольно, за колышки, за Ахче. Где это Дон Ахче? Здесь он? Ушел, по-моему. İbrahim, ha, on taşı kudaş alta, hoç o tanis lüşver, o dik lüşver o. Dik çütüğür ahson, dik ala elir ah. Kriegssravenu çodik elir, Teslas dik elir, а шуку и поддерживать его, шуку и просто идеально чутюгер астундуен. Иш дадьеста тун халхи дуй, хор чумасуз во асагдуен. Один и тот же вопрос у этих бывает, у этих совкадрочеров. А что вы будете делать, когда развалится Россия? А что вы будете делать? А что вы будете делать? Мы найдем, что делать. Мы найдем, что делать нам. Мы не одиноки в этом мире. Есть очень много хороших стран и хороших людей в этом мире, которые и поддержат нас, и поставят нас на ноги и так далее. Я очень доволен вашими сегодняшними словами, Дуэн, но зря выключили Кригсравена, Дуэн. Я его на 120% поддерживаю, тебя на 200% и Теслу на 150%. Я вас всех поддерживаю. И вот так и надо, ответными фактами. А почему вы в Запорожье не поднимаете бунт? А почему вы в Харькове, мечаемся, Харькове, там не поднимаете бунт? Почему мы должны это поднимать? Угнетенный народ, да. Нистью их и правильно. Вот так их давите, этих совкадрочеров. Сувелышум, Баркал. Я еще новейшую отцу, новейшую сэг. Если мое слово для вас что-то значит, вы не по адресу вы ему задаете вопросы. Сен Бог так дуешь. Леха, а пускай он нам тоже не задает такие вопросы. Попроси Он его, вам чтобы... не задавал. А что вы Задает он, Ажа. знаете? Леха, он говорит, Не, а что он вы будете спрашивает. делать? А что вы будете делать, Бог? Вопрос ставится, воин мадую вопрос. Хунаду, Сунаду, Ибраимаду, Тесланаду, Кейчанаду, Охчурчанаду. Пускай они задают каждый раз в эфире, они любой прорусский настроенный человек задает этот вопрос. А что вы будете делать после развала? Мы найдем, что делать. Мы найдем, нет проблем в этом мире. Я просто по поводу вот этого видео, да, это как бы надо перевести еще, никто не успел, да, там, перевести на английский хотя бы, чтобы всякие папки римские, там, всякое вот это вот
Шушера, да, я уж как есть выскажу, чтобы она почувствовала, что на самом деле происходит, что, почему, как это чеченцев травят всем миром, зачем из нас делать как бы врагов Украине. В любом случае, это же по нам попадает, то, что Золкины, Шмолкины там. Я понимаю, если бы сел там по существу политическую какую-то ситуацию пытался бы прояснить, да, или там пускай противопоставлять там Кадыркины, там всякие, которым разрешают там лаять где-то против русских. Вон там какое-то противопоставление делать, это тоже понятно. Но тут сел и на весь чеченский народ, пользуясь случаем, его пытаются обсирать, короче. Вот этим вот занимаются. А тут, конечно, мы тоже не будем сидеть. Наоборот, мы тут сидим годами, пытаемся свою общественность вразумить о происходящем, о том, что украинцы, они как бы за правое дело, то, что русня – это враг, то, что это агрессор, то, что они неправы, они как точно так же, как и в наш адрес сейчас, в адрес Украины вот эти свои имперские замашки там прогоняют. Тут сидим, об этом говорим, а здесь какие-то Золкины, Шмолкины, нас всех пытаются одним дерьмецом помазать. А вы чеченцы, а как вас еще называть там туда-сюда? Ну, давайте тогда будем тоже лбами сталкиваться, пожалуйста. Конечно, кто здесь будет сидеть, если оттуда эта подача делается и постоянно будет это дерьмецо в нашу сторону лететь, конечно, мы не эти же здесь, не мазохисты, чтобы это хавать сидеть, все. Будет и ответная реакция, и как бы, чтобы это вразумили, да, вот, вразумляло. Но при всем при этом, там, чисто поадресно, я вот за то, чтобы это делать поадресно. Потому что украинцы, как народ, как нация, они за правое дело. Они отстаивают свой самобыт, свою независимость, свою государственность, как и мы. Завтра украинцы, если профукают свою вот эту свободу, они станут в такую же позицию, как и мы, в какой сегодня находимся и мы. И будут уже в качестве пушечного мяса будут использованы на дальнейших фронтах, русских геополитических фронтах. Просто вот эта Как вот бы подача, которая... украинцы не будут их поставить в такое же положение, как мы Да, сейчас да, находимся. абсолютно. Да. Уже их поставили, в Крыму поставили же, в Луганске, в Донецке поставили же. Донецк, Луганск поставили, да. Полностью стоит уже поза, она стоит. Там вот эти Гуертер, Аксенови, Вожгуер, короче, вот эти вот президенты, халифы или падишахи, короче. Падишах там Донецка, Луганская, падишах вот этого Крыма. То есть там уже стоит эта позиция, и если упрекать, надо этих бабушек оттуда упрекать. Почему они восстания там не делают, видите ли. Тем более, там вообще и 10% нету той диктатуры, того вот этого режима, которая на нашей территории. Люху микрофон, да, тюн. Просто вот это из чеченцев лучше делать союзников и на будущее, и на сейчас. А противопоставлять лбами надо именно вот таких вот эти, которые стоят там, колышки забивают. И готовы на любом трупе любого, короче, соседа, любого, кого угодно, колышек забить ему в спину. По-братски, мусульмански. Забить колышек в спину, чтобы им русские подкинули косточек там. Вот эти, которые занимаются, именно по ним не надо это бить, которые умышленно, своевольно вошли в эту русню и ее полностью поддерживают, ее там усиливают. И не только они там, все остальные. Которые тем более жалуются, что вот эти в военкоматах их нету, мы тут в военкоматах, на позициях. Ну почему тогда при всем при этом там показывают одних только кадырок?
когда там военкоматы забиты вот этой швалью. Вот такая ситуация, короче. Мой комментарий вот такой. Передаю микрофон. Я нахожусь тоже, говорит, приблизительно, что бог догодите шуршватша, шен хетег. Сега, хую хуш, буду хуш мауис. Руководство беш, начиная с президента и Цунюха, Ширмаки, они давно уже из Даттин, Хаир Украин, и нах дёлболь цахиляр. Нах шеш Украин, шалует на хлебаса. Я и армии снабжать, я ж первое время, первые 1,5-2 года вообще снабжают, и сейчас продолжают на свои последние копейки, и дронш, и ечи, постоянные сборы идут у них там. А вы ж аж начали, чтобы гумад еш бац, веш и снабжать еш бой армии. Там народ дец на Западе бомбишь, они там скидываются, беш на каждый там, эти, кто, кому доверяют они там, всякие дакуш, ашнаш, и дронш закупать, еш сад вешал, царязин, список хайоэт, шейн, батальонши, шейн хуес сега, чего не хватает им. И умш, и ешь, да, и продолжают они снабжать. Первое время они даже всю еду даже поставляли туда. Я могу поставлять, ешь, в список, я здесь там электростанции, там, кейк вызер, генератор, да, печь, все, кедек, где его, наскеш даже, наскеш, кейк, снабжать, ешь, баркуш, андеркуш, дек эредель, цагили, они первую неделю, там, как планировали, как думали американцы, там, и они первые 10 дней должны были захватить Украину всю. Не получилось. Если руководство уже сдаться до кетча Лерцига. Янукович в Беларуси, Гавали, ну вот, чтобы завести его, и ему должен был этот Зеленский передать ключи. Так что он хотел? Нацгвардия, это ехала с парадной формой, должны были они там устроить парад на Крещатике, устроить должны были. На Фейсбуке Подожди, даже Лёха, по публикация. какому поводу эфир? Администраторы этого канала будут Я слушать так наше Нет, это... обсуждение и продолжим наше обсуждение. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний ну, эфир. С этот, вами был Шмак. Луис, Салях Пац там, Сазудир Чуян, из него там интервью там брал. Но это явно была кое-кто Чергаска, Цена Герис, Эшбич, Албичерис. Ее можно было и не приглашать, но мы не знаем, или Хайошек. Позвали ее тут. Ложевцин, Сихилыкус, Качахцин, Сихилык, Украинер, Дон Арчибош. Алвайцаха и Луис. Чинчва царь, он сам по себе заходит сюда, он давно заходит. Ее пригласили, он здесь увидал, что Алон лазит по этим каналам, увидал, что там что-то проводится, едва ли зашел. Как Прошлый бамба, раз говорит. лазит. Он По помер каналам. на этом, на лауреате. По пятам на ходит. лауреате в основном, да. Я его прошлый раз заметил его там, да, и по голосу узнал его. Ой, Шусони, нагласно. Через него можно на нормальных журналистов выйти, да, Чекалкина, если бы удалось бы ему там на него подход найти. Ну, есть у него там, я напишу ему, через кого можно на него выйти. Дмитро Чекалкин, Лацарь, первый посол в Израиле, журналист. На него удалось бы вытянуть его сюда, там что, поговорить. Его нормальный уровень, архивера, Барас. Марш Вогл, Дукайсон. Оля, я рада тебя слышать. Привет, Марш дорогая. Марш Вогл. Булат, Марш Вогл, Руслан Нясархов. Всех вас приветствую. Булат Хамугу. за маршал. Дику ирау, аз очухеш чанша долом сирл дела кохчо. Он мечаллел. О. Дешто шумок что и Дуйдал мукла, мокш маду, дика маду.
Маршал Дузаз, Маршал Духасхити. Дер Маршал. Связдики вот ладуш асудалах. Чума аллатин шу азма хезмассана маршал поддеш асу шун дацалаза. Дерез хушу массана. Хунахл дерез булат хун юк ахвош. Ты наша совесть, ты наше подсознание. Чигур марш-вогл, ветеран, марш-вогл, герой наш, ветеран. Хумугу, ветеран, Ганнибал. Вестхла, подними настроение всем. Привет, нормально. Да, там, что? Хасит. خادع أطبس كهروانية في مسدا يسألني شو أنا نقول ما غير ما سواه من كويت ديري سدا يتسأل شو يقول بس редакции شو канала. دوت شو أنا ألوروات هذا دي نخكسه ألوروات شو أنا كيجم أيرو الورسون شو أنا أتسأل شو فتل تمديل ديستي Şkvertiye sadayıp şakta kon gelmedi şey tirevuk şuje gellisin yerse urvak амцел ур думаю хоть немного отдохну Мы на тебя джинов насылаем. هم بعد تفرق شنو بوات такой момент что лаборатория, ветеран. Это что, мы выращиваем этих джинов, и вот, когда кто-то пропадает, мы их посылаем. Так yetmedek dait yetmedek duy и dait Джин он загоняет только так обратно, откуда ушел. всегда цалюк я все равно разных ирмады сада yetmedek херду Михаил Ишмаят. Это тебе не нохчи у которых есть капелька совести. Мы говорим про арабских. إيش ده الروالك تعرف ده الروالك تاني قال يدشليل شو وصل مش تاعها يدشليل شو تاني قال وده يدشليل شو أما قالوا ديستول شو يلا دور ده هيوقع يقوى ويرتلوسه ديريس خل تكون يقع خلر تشجور حموغو تشجور بسخنا ده مارشال خيل زازا ديكو عشان ده عشتو ده يتنبو شو ده أفتو أولا Amsterdam خلق خود جنوی سون تاهم میترینه دون چوال واس دون خود زی خلق خو خیشم چون هست нам خزدات هخل تسلا هخل تيجا Да, Цига, и футбольный клуб израильский, там футбол Всега. И муж будет палестинский, значит, и про-палестинский, значит, яболь там избивали там их. Там гостиниц чули, он Цига, охранник ночи, хилла, цена и танцер Цига. И по номерам яч проходили там. Короче говоря, 10 человек в больнице там, получается, с Мухезек там. С утра двое пропали без вести. Там лет лучше герчи, уж таких там шли лентига. Лёха, это были футбольные болельщики израильские? Да, футбольные болельщики были израильские. Абяхта. И ну болельщики были, футболисты были и болельщики были. Это не за футболистами они гонялись, а за болельщиками. Израиля самолетом мягко на этот матч. Отдельно, шей автобус, охраны, до них доступа нет. Да. За болельщиками они гонялись. Ну вот видите, как они наконец-то там действуют. Наконец-то начнут немного наводить порядок там и агула ешь. Там человек 50 арестованы у Бартига. Санты нападать и наш Барт, камеры-то всюду есть, там Хакриш Бусаныш. Начнут, может, выдворять их. Не думаю. Куда они? Вы обратно в Израиль, что ли? Не болельщики израильтян, а и палестинский наш Бартик. Да, палестинский Израиль в Палестине оккупируют. То есть в Израиле сейчас такой самичку с собой цель.
есть там это гарантированно их не депортируешь. От нас. Ну, может, начнут законы какие-то готовить, чтобы и сам палки Ничего не будет. да? Это типичное, вы нас с пушками, мы вас клюшками. То есть эти их там бомбят, их сородичей, и эти сородичи пошли бомбить это Кербяхтангул, Джуктиш, то есть в отместку. То есть это чисто из-за земли, из-за этого Дауду и там ислам или вот такой-то это ни при чем вообще. Это конфликт, он не религиозный между арабами и религиозный в том смысле, что это две непримиримые религиозные группы, но сам по себе этот конфликт, он земельный. Я надеюсь, этот Нохчик, он не сильно пострадал. Плевать мне на этих израильцев и палестинцев. Я надеюсь, что израильтяне оценят его подвиг, и Натаньяху лично пришлет ему, я не знаю, часы, как этот Рейгансон, настольные часы и благодарность от еврейского народа. Джимма хотя бы имидж улучшить. Суметь так или бьешь, мабор Нохчи бац, собраться один, встать между этими враждующими. Ах, нормально было бы. Не факт, что оценили бы. Да, нужно аккуратно смотреть на их эти разборки. Шлоттерберг. Чем меньше народу, больше кислорода. Вообще сама ситуация, европейский чемпионат, Африка, Израиль участвует, он держит. Это как-то даже странно. Либо азиатском они должны были участвовать, либо в африканском, но никак не в европейском. Зачем? Ну, в азиатском ты так сказал, что они ни в какую страну поехать не смогут. Тогда им надо будет на нейтральной площадке где-то встречаться. Ну, так это послужило бы им этим лишним мотиватором миром там все закончить. Чтобы побыстрее участвовать в своих чемпионатах, а не лезть в европейские. Ну, если бы они не выбирали бы Нетаньяху и Санбешбас, как некоторые Нетаньяху народ не выбирал бы, то было бы нормально. Нетаньяху сам этот устроил конфликт по просьбе ВВП. Ну, скажем так, не по просьбе, а скорее всего опытом поделился тот. И вот сега туда очень много раз навезли. То есть там 3 миллиона, наверное, процента населения. И раз будет, типа джукти раз, в кавычках. И живут сега. Натанья постоянно. Обезьяны божьи, арбушины. Все в сети они их обезьянами называют. А вот эти из других стран, джукти, они сильно разнятся. Вообще, цакам, да, вроде бы цакам, но с разных стран страшно различаться, доктор. Я вот в Европе увидел, например, этих иранских армян, то есть персидские армяне, они очень законопослушные, умные, работают там, где-то там пытаются какую-то работу, в общем, начит исторические, подкованные бывает, короче. Ни один из них не ворует, то есть там вообще, да, от слова совсем. Берешь из совковый армян, сплошные магазинные несумные, то есть просто нету исключений, сплошные. То она Иране, это очень строго, видимо, это учреждается, а тут советские, государственные, ничего больше, совковые, системы, они такой менталитет у них, что взять, что и так лежит. То есть видишь разницу между ними. То есть здесь ни одного, а здесь 99%, что очень странно. Ищет разницу между советскими евреями, между африканскими евреями, между американскими евреями. Вот там страшная разница. Юдер моjas модерва ночи кит виран улли ластендол шинар сандуэн айман ищ маду они берут берут характер того народа, где они живут, тем более веками. Конечно, там хаесл украинский жукти, еврей хаесл, это Зеленский, да он жид,
да он это там, короче, туда-сюда, боже, Камельшеш, Ашуду, Жиктидас, который он с Украины, там, с Беларуси, ну, совковые евреи, ну, и они вот такие базары ведут, совковые базары, ну, и он такой, мы тюдю, надо было договариваться, надо было, оди, боже, бах-буш, да, что. А юдель, разница, юдель, абсолютно, да, есть, даже ногчи, масала, ну, вой мела, сильный, стержень не лучше, но amma все равно, турецкий ногчи, царь, затер беллон, иорданский ногчи, царь, царствовал, царь беллон, ну, дала, цадон хумаш духце тоже, ну, они-то хоть 100-150 лет там живут, но и все-таки терлах дуен, муха терлах дуен, амал терлей, должен есть такой. Чигур, там хуже еще ситуация, потому что они утащили туда своих там бабушек, дедушек, родственников, всех туда пришли, и там, короче, не только вот как бы Дюкти, у меня бабка была еврейка, боже, они еще притащили огромное количество просто расты, украинских или славянских, а тут я сделал Дюктиу, или там, не знаю, дети у него женаты на расме, на украинке или на белорусском. То есть там целые вот в Израиле вот это русскоговорящие, вот это совковое сообщество, насчитывающие там несколько миллионов. То есть Израиль, Дим страна моя. Сам же этот Натаньяху, он тоже, кстати, либо в детском возрасте его из Советского Союза увезли, либо он родился, но его родители жили в Совке. То есть то есть вот эта компания занимается этой херотой тяга, короче, мы давно уже two-state solution, государство, им как-то одежду и шерапет. Вот эта вся Лига арабских государств, я лично слушал, пришел их представитель, мы готовы Израилю предоставить все гарантии безопасности, а что с той solution, мы все гарантируем. Короче, он чуть ли не там, короче, просто оценка это больше, короче. Ищет положение, тяга. Израиль сейчас сильнее всех там, и он своей силой упивается, то есть и занимается этим. Вот, сильными, беспределом сильного занимается. Наплевать на международное право, на все, что в данный момент. Как русские немцы, и паровозом привезли своих русских бабушек, дедушек, там всяких, там другое наследие. Ну, Германия, мы немцы, боже, а как ты немец, а у меня прапрабабушка была немкой, короче. Какого ты фига немец, ну, довольно, короче, поплыл. Ты мне анекдот, короче, заставил мне анекдот придумать. У меня сосед немец, боже. У меня в Казахстане сосед немцем был, боже. Да, так и есть. Их здесь так много тогда приехало по фальшивым документам, что немцы где-то вот уже к концу 90-х годов, когда начали выяснять, что эти документы фальшивые, начали ужесточать законы. В итоге немцы дошли до того, что они для этих поздних переселенцев создали новый закон, в котором говорится, что если ты не можешь, вот смотрите, если, допустим, русский немец этнический, да, приезжает в Германию, то есть в посольство, подает документы, как поздний переселенец, они же прямо Россия, видно жительство, гражданство, паспорт, ты должен был предоставить со всеми этими документами, с этим пакетом, да, именно доказательство того, что твои предки являются выходцами из Германии, не просто фамилия там что вот они говорят на немецком, там, да, а еще выписку из церковной книги о рождении его бабки или прабабки или прадеда или еще что-то. Из церковной книги на территории Германии. Вот немцы дошли до того, что они вот этот закон потом ввели. Естественно, большинство немцев этнических, я имею в виду сейчас советских, да, в России тогда проживавших, откуда они возьмут эти выписки? Вообще-то большая часть все равно переехала уже в Россию, да, в Германию в то время, в начале 90-х годов.
И вот этот закон остался для тех немцев или не немцев, которые пытались уехать. Ну ладно, они пускай не уезжают, они сидят у себя в России. А вот эти немцы, которые действительно, да, вот не переехали, там как-то откладывали или не хотели, а потом решили ехать, они из-за этого закона никак не могут теперь приехать в Германию. То есть приехать-то они могут, подать там как-то, да, но получить статус позднего переселенца просто нереально для них стало, потому что где они возьмут эту выписку? Вот такая вот история произошла с этими, так сказать, русскими немцами, которые я не побоюсь этой цифры, 40% не являются совсем, не имеют никакого отношения к немцам. Расты алкашняю. Раскрыбуха. Халявная русская алкашня. Раньше нас узнала, как в Европе хорошо жить, и чукнула. И на Берлин возьмем Берлин Бош, и Гумшаевич еще. Путин, чего, и завешь. То есть полная мразота просто таких, другого слова найти трудно. Германия волш. Докум даст издоен. Отцол, ну, конечно, не всю Германию исколесил, но побывал доен. И как-то там на сам вечер, то есть агент, короче, километров 600-700, короче. Там туалет чувано, то есть. Ну, я зашел, ну, остановились на парковке, доен. Аккуратный туалет, все красиво, все хорошо, все чисто. Ну, это когда? Лет 6-7 назад, ну, куда? Чего она? Вот отцол на парковке мы останавливались, везде, короче, да, и там написано, просто выцарапано, ножом выцарапано, Сибирь рулит и разруливает Элязин дохком дахцы, да. Сибирь рулит и разруливает Элязин дух, да. Пьянти Аязин, да. Ой, да, гацвал шо, Алла, махака шухшуя, да. А в нашем городе был трамвай, короче, сейчас эти трамваи убрали, да. Там было написано «Газмата», Леха Элдац, да, деревянные вот эти подоконники были, там старые трамваи были. Суть, прям ножом вот выскребено, короче, да, вот прям, и видно, что старые, короче, да, они не убрали, не заменили, ну, такая важная деталь это была в трамвае, да. Леха Элязин, Газмата, дохком, да, нигде я не видел там Ганс, Йоханс, Мартин, ничего не видел там, Мюллер, да. Именно вот Леха и Сибирь рулит и разруливает, да, свиньи. Леха Кахорвы. Сага, ну Леха, просто Леха, ну Лешка, да, Алексей. Леха Калерим 100%. Сибирь Сазимля Калак, Сибирь Калак была. Валла, это Сибирь рулит и разруливает, Элязин, да. Кинца нас, он генадаться, да, вот где-то вот на большом автобане, короче, ну, такая мощная трасса это была, автобан был, да, парковки, сеть чуванса, да. Лем хакашу, вообще. Танзина, Банхофа, короче, трамвай, что, усудуем, и трамвай стоит, и тишина полная, трамвай, короче, халюзом рабочий, после рабочего дня дует. Ух, мягбечка, тишина, просто вот какая-то мертвая тишина, но людей много, ну и тишина, короче, одновременно. Коля, бош, Коля, короче, да, и массу, немцы, массу, русиш, бош, да, короче, пьяный, быдло, ну, короче, да, с дохком, да, валай, сейчас мы хакашук, валай, юк.